Много лет тому назад жил на свете мельник, и был у него осел. Хороший был осел, умный, сильный. Долго работал он на мельнице, таскал тюки с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослаб осел, и выгнал его из дома. Испугался осел. Куда я пойду, куда денусь? Стар я стал и слаб. А пойду-ка я в немецкий город Бремен, стану уличным музыкантом. Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен. Идет осел, поет по-ослиному. Вдруг видит, на дороге лежит охотничья собака. Язык высунул, дышит тяжело. Отчего ты так запыхалась, собака? Устала. Вот, бежала долго и запыхалась. А что ж ты так бежала, собака? Ах, осел, пожалел бы ты меня. Жила я у хозяина, долго жила. По полям, по болотам за дичью бегала. А вот сейчас стара стала, и решил меня хозяин мой убить. Вот и сбежала я от него. Эх, а что делать дальше-то? Не знаю. Ах. А пойдем со мной в город Бремен. Станемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, поешь хорошо. Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть. Что ж, пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Собака идет, лает по-собачьи. И вдруг видят, на дороге сидит кот, печальный, невеселый. Ты что такой печальный? Ты что такой невеселый? Ах, пожалеете вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил. Крыс ловил, мышей, а теперь стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить. Я и убежал из дома. А что дальше делать? Как прокормиться? Не знаю. Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем уличными музыкантами. Ага. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Собака будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть. Что ж, пойдем. Пошли они все вместе. Осел идет по-ослиному, кричит, собака идет, лает, кот по-кошачьи мяукает. Шли они, шли, проходит мимо одного двора и видит, сидит петух на заборе. Сидит и во все горло кричит. Кукареку! Кукареку! Эх, кукареку! Ты что, петушок, кричишь? Что с тобой случилось? Может, кто тебя обидел? Ах, ах, осел! Ах, собака! Ах, кот! Пожалейте вы меня!
завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот они и собрались из меня суп сварить. Что же мне делать? Пойдем, петушок, с нами в город Бремен. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет играть на скрипке. Собака будет... На барабане. Да, а я буду на гитаре. Ну что ж, пойдем. Шли они, шли, и наступила ночь. Осел и собака легли внизу у дуба, кот залез на ветку, а петух поднялся на самую макушку дерева и стал смотреть по сторонам. Вдруг невдалеке видит огонек. Кукареку! Огонек светится! Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит и... Может, в этом доме мясо есть? Я бы поела. Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил. Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал. Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко. Что ты там видишь, осел? Вижу я, за столом разбойники сидят. Едят и пьют. Ох, как хочется есть. О, как хочется пить. Как бы нам этих разбойников из дома выгнать? Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник, собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову коту. И тут они все разом закричали. Осел по-ослиному, собака по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились в комнату через окно. Разбойники испугались, убежали в лес, а осел, собака, кот и петух сели за стол и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и легли спать. Потушили огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят из лесной чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню, глядь, а на печи 2 огонька горят. Наверное, это угли. Вот сейчас я разожгу лучинку. Ткнул он в огонек лучинкой, а это оказался кошачий глаз. Рассердился кот, зафыркал, как вскочил, цапнул разбойника за руку. Разбойник в дверь, а тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор, а тут его осел копытом легнул. Разбойник в ворота, а с ворот петух как закричит: Кукареку! Кукареку! Кинулся разбойник со всех ног в лес. Беда в нашем доме! Страшные великаны поселились! Один мне своим длинным пальцем в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, а третий меня по спине дубиной стукнул. Четвертый кричал мне вслед: «Держи вора!» Ой, надо нам поскорее отсюда уходить! Бежим, давай, побежали! Давай, скорее! Уходим! И ушли разбойники из этого леса навсегда.
а бременские музыканты Осел, Собака. кот. и петух остались жить в их доме и поживать. На этом наша сказка заканчивается. Спокойной ночи!